Дорогие друзья, на телеканале Якутия-24 программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в гостях у нашей уже любимой, ставшей постоянной героиней Евгении Щукиной. В гостях дома, в гостях у сказки. Да, очень красивый дом у тебя, Женя. Мы уже здесь не в первый раз, да. Знаем, что ты всегда очень активно готовишься к Новому году. Очень красиво всегда выглядит твоя квартира, волшебно, сказочно, да. Покажем вам елочку обязательно, которую Женя уже поставила. Ну и, конечно, сегодня мы будем в очередной раз делать нечто красивое, нечто новогоднее. Что это будет? Всем здравствуйте! Очень рада, что вы ко мне в гости вновь пришли. И сегодня мы будем собирать необычную композицию. Будем украшать наш уголок, чтобы она стала частью нашего праздничного новогоднего настроения. И нам потребуется вообще это, как сказать, это те материалы, которые я нашла вообще по пути, пока доходила до кухни. Да, вы можете, допустим, использовать вообще любые другие. Но это будет как бы пример, шаблон, как можно собрать композицию, который будет очень выглядеть дорого, красиво и эстетично. Да, вообще нам потребуется любая высокая ваза. Какой-то сосуд. Сосуд, да? Какой-нибудь, да. Можно даже, кстати, банки какие-нибудь, есть же такие от компотов, которые большие, необычной формы. Их тоже можно использовать. Чем необычнее сосуд, тем будет интереснее композиция. Да. Ну и вот мы, допустим, ну вот у меня такая была вазочка. Красивая. Да, очень красивая. Кстати, мы можем даже внутренности тоже заполнить, но так как у меня тут мы немножко по стилю делаем, оставим ее просто пустой. Да, наполнить какими-то шариками. Да, можно шариками, можно блестками, можно даже снегом искусственным. Это тоже будет как бы фишка. Но это уже на ваше воображение. Нам потребуется любой формы, пенопластовые вот эти основы. Основы, да. Ну, они продаются все, они продаются вот у нас с ценником. Это доказательство, что их можно купить. Можно, как сказать, такую основу взять. Также можно взять вот такие полусферы. Они, кстати, тоже очень легко декорируются. Ну, их просто приклеил, но мы немножко, наверное, пофантазируем, возьмем вот такую. Это, собственно, на то, на что будет нанизываться вот вся эта красота, да? Это будет, ну, мы облегчаем. Обклеивать. Проклеим. Мы, короче, клеим пистолетом. А обычно делается форма, чтобы ее углубить. Ну, так как у нас идет полностью импровизация. Так. Да, кстати, мы не знаем, что в итоге у нас получится. Мы полностью импровизируем. Это и есть творчество. Это называется творческий стендап. Тут, когда вообще неизвестно, что получится. Да. Ну, что-то получится. Да. Есть же, да? Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это, да? Ну, я уверена в Жене. Так, ну, вот такие есть веточки уже готовые. Они бывают вообще разных форм. Ну, то есть разных текстур. Тут просто я вот то, что нашла, вот. Они вот есть глиттером полностью покрытые. Ну, сейчас они, да, их можно в городе и в любом месте видеть. Еще есть такие же веточки тоже. Как бы это зеленушка, но она покрыта металлической краской под серебро. Так что можно даже, если у вас есть какие-то сухоцветы, вы их можете просто покрыть баллончиком, ну, баллончик купить металлический, там золото, серебро, бронзу, просто попшикать. Даже ведь настоящие ветки живые подойдут, да? Живые тоже подойдут. Смотреться очень. Ну вот, допустим, если что-то большое и крупное декорирую, я всегда использую, просто беру баллончики и декорирую, ну, опрыскиваю, да. Да, также можно под свой стиль, под стиль дома, квартиры, да, под цвет. Так, ну мы начинаем нашу композицию со стороны, да, получается, сбоку, основа, да, сбоку, на боку. Так, лучше лицевой, как
Да, вниз, лучше вниз, да? лицевой, ну тут нету походу лицевой. Ну, а так вообще лицевая часть должна быть ближе к верху. А вот эти основные ветки, они уже будут определять объем нашей композиции. Ага. Так, получается, уже видно, да, какой будет у нас объем? Объемный. Достаточно, да, такой, достаточно красиво. объемный. Ага. Мы будем наши вот эти готовые веточки вот так разделывать. У нас есть кусачки, можешь потренировать руки. У нас еще, кстати, есть вот такие тоже веточки. Они похожи, они да, похожи, оказывается? да. Только немножко другой. Они немножко моднявее, да? Как сказать, сейчас тренд у нас такой идет, у декораторов тоже есть. Ну вот, какие-то Волнообразные висюльки, да. такие, да? Экзотические, такие, как свисающие, вот эти же есть, как их называют, лианы или как. Я неправильно, наверное, называю эти. Я в растениях просто не сильна. А мне вот как-то они ассоциируются как-то вот с Новым годом. Почему? Ну да. Ой, еще же есть вот корни такие, когда тоже они часть интерьера. Ну вот, допустим, на фотосессиях, да, там. Вот эти веточки мы просто местами добавим и подчеркнем наш объем. Ну, они больше будут как для объема идти. Здесь, кстати, можно еще их, то, что веточки сделаны на проволоке. Их можно подогнуть. Их можно подогнуть, да, Да? это преимущество, вот, кстати, декоративных веток. Оказывается. Так, ну, мы здесь пока устанавливаем и смотрим, как, что да как. Кстати, вот такие композиции еще делают на различные мероприятия. Также можешь, допустим, если там какой-то день рождения, даже на свадьбу можно, вот, допустим, у кого-то стилистический же есть. Можно такое же... Как оформление в зале, да? Да, это вот в зале, когда, как сказать, допустим, по стилистике же выбирает даже молодоженок, допустим, белый цвет. Можно также из декоративных цветов сделать композицию. Принцип такой же. Но просто здесь будет более вашей авторской работы и эксклюзивнее, ну, как бы. Допустим, если я какие-то композиции делаю, то они всегда получаются разные, потому что, ну, вот так полностью идет импровизация. Ну, самое сложное вообще бывает в композиции — это подбор цветов. Цветовая гамма. Да, цветовая гамма, но у нас, в принципе, то, что уже определен стиль, и из-за этого нам легче будет. Просто будем чисто вот начинку делать. Ну, уже, да, видно как. Очень. Можешь вот такие веточки вот тут добавлять. Сейчас немножко можешь поработать на воображение, на моторику, да. Да, немножко может быть неудобно, но в принципе несложно. Так, можем еще вот такие веточки. Это тоже, кстати, из серии зелень называю. Как настоящий. Эвкалипт, да, он покрашенный. Вот, кстати, вот мне нравится вот с оттенками небесного, такого голубого, такого грубого цвета. Тоже, видишь, уже дополняет. Вот мне нравится с проволокой. Да, очень удобно. Можем вот так сделать. Кстати, в таких композициях еще также можно устанавливать, допустим, ну, это на примере, да, подсвечник. Если мы здесь установим... Так да, еще красивее же. Да, и здесь можно свечу какую-то. Можно декоративную толстую свечу сразу поставить. Ага. Так, мы также берем вот готовый подсвечник. Он у нас идет из дерева, из массива дерева. Они были, как сказать, чисто деревянные. Это я их обработала уже краской. Покрасила. Да, покрасила баллончиком, чтобы, ну вот, придать уже смотрите, эстетически. Как красиво получается. Уже красота, да? Очень. Так, у нас еще есть вот такие готовые композиции, где шишечки, листья. Ну вот, их можно в любом магазине, я думаю, тоже приобрести. Мы их тоже будем уже сюда добавлять для объема. Вот, допустим, вот так.
Мы такую будем легкую, нежную работу делать, да? Мгм. Есть еще более тяжелые композиции, но они, ну, конкретно объемные, и там очень много материалов бывает используется. Мгм. Мы заполняем наши пробелы. Ну-ка. Всегда интересен процесс, Мгм. а когда получается результат, там вообще жесткое восхищение. Типа, как так могло получиться? Мы всегда же об этом говорим, практически, да? Мгм. Допустим, вот такие готовые композиции тоже мы будем вот так их добавлять. И немножко уже, там на камеру, да, нужно будет? Мгм. И немножко будем их подгибать, чтобы прикрыть вот эту А, часть. мгм. Более такие Ага, пышные, да? более пышные. Мгм. Еще есть вот такие у нас, кстати, Очень. из хрусталя и Мгм. жемчуга. Это сейчас тоже, кстати, трендовые Бусинки. бусинки. Они очень красиво дополняют, ну, допустим, изделия. Их можно просто где-то вот так установить. Красиво. Ну, или их можно лучше кверху. Но они тоже пластичные, можно хоть как примерять, можно их вообще убрать. Но это уже зависит от вкуса. А может быть сюда еще добавить вот этот листочек? Маленький, Да, можно? Вот Можешь, сюда вот. да. да? Вообще здорово будет. Так, ты можешь так Мгм. отрезать. Ну, такая композиция будет вообще в любых цветах здорово смотреться. Мгм. На самом деле, да. И в голубых каких-то, да, и в красных, золотых, и в золотых. бордовой. Мгм. Сейчас мы просто делаем в холодных оттенках, потому что у нас мы делаем под стиль нашего Мгм. интерьера, чтобы Да. подчеркнуть Мгм. стиль оформления. Мгм. Вот так. Вот, красота же, да? Мгм. Там на камеру высено, да, получается? Вот так, смотрите. Очень красиво. Вообще, мне кажется, каждая здесь деталь, она вот прям приглядываешься, да, и каждая друг друга дополняет. Вот смотришь, думаешь, здесь еще вот это, а потом еще здесь и бусинки. Объем, здесь да, еще, вот этот шикарный. И хочется прям разглядывать, смотреть, что здесь еще. Так, Мгм. распечатывать цветочек. Так. Мы сейчас еще добавим декоративные цветочки, Мгм. которые, кстати, уже символизируют Новый год, да? Вот сейчас они тоже Мгм. в большом доступном объеме они стали. Это раньше было вот буквально, Вот сейчас чего только нет, да, для создания. Вот. с каждым годом все больше и Мгм. больше. Вот, допустим, если сравнивать с предыдущими годами, мне очень тяжело было найти где-либо вот такие цветочки. Мгм. Мне приходилось их самой делать, а сейчас просто пошел, купил, сэкономил время. На подснежники похож. Ну, смотри, как шикарно. Очень. Как бы деталь незначительная, но она уже Мгм. дополняет, наверное, вот так, да, мы Мгм. сделаем? Вот еще штучки. Это игрушка. Да, мы ее тоже давай сделаем. Все, что мы найдем на столе, мы все сюда поддобавим. Мы можем использовать, да? Все можно использовать. У творчества нет каких-то границ, каких-то рамок. Здесь я, наверное, всегда, да, на каждой передаче повторяю, что творчество — это свободное течение. Здесь чем больше вы скреативите, тем Здесь не бывает правильно, неправильно, вообще там, да? Да, Мгм. это и есть творчество, да? Это ваше воображение, ваша фантазия. А потом, когда мы уедем, Женя все переделала. Такая, Так, где тут Катя повесила игрушку? так, тут не так. Такая. А вот эти бусы, они как-то... Мы можем эти бусы тоже использовать. Это, кстати, тоже сейчас последние года это приветствуется и, ну, используется тоже в декоре как стильно, как стиль, часть стиля, да, вот, допустим, типа там винтаж. Сейчас. По идее, стили же это тоже придумывают творческие люди. Мы можем придумать стиль сосулек, допустим, да? Стиль морозного, изморози там. Вот эти, допустим, смотри, можно использовать как вот здесь мы можем подклеить в разных размерах. Вот так, допустим, чтобы они свисали. свисали, да, подрезать Ух ты. клеем и вот на эту основу подклеить. Что очень удобно, кстати.
Также можно сосульки использовать. Ну, допустим, разные диаметры ты можешь Мгм. попробовать. Сейчас я это сделаю. Ага, да, здесь нужно будет ее Подержать, немножко да? подержать, потому что, Чтобы схватилось. ага, потому что Мгм. пластик, он немножко клей на нем Мгм. подольше подсыхает. Также мы можем готовые композиции, которые сделаны из этих, как там, из веточек, вот где хрусталь Мгм. и жемчуг. Кстати, вы можете тоже сами совершенно это собрать. Там просто потребуются бусины и проволока. И все Мгм. скручиваете. Мгм. И вот смотрите, как у нас получается, да? Шикарно. Вообще. Можно тут тоже чуть-чуть добавить. Не прямо, чтобы все было как люстра, да? А Мгм. местами. Мгм. Ну, придать изящность такую. Непропорционально. Да, чтобы не... Или можно даже на одной стороне оставить. Мгм. Можно где-то на веточку что-то закрепить. Ну, это уже на ваш вкус тогда. Вкус и Мгм. цвет. Все подкрепляем. Вот. Уже, да, как у нас получается Вообще, композиция наша. Кстати, это у нас получается полная импровизация. Мы делаем из того, что у нас есть. А если бы у нас еще были природные материалы, да, допустим, веточки березы, там, мы могли бы их подкрасить еще золотом, искусственным снегом напыление сделать и с глиттером, было бы тоже еще шикарнее. Но я называю, что это более эко такие стили, они более такие уже Можно живые. же натуральные Да, шишки, да, да, можно, использовать? можно натуральные. Да, эко-стиль. Эко-стиль такой. Да. Ну, эко-стиль, кстати, он тоже в любые стили подходит. Если там, ну, как я всегда говорю, это все зависит от цвета. Мгм. Любой цвет можно под любой стиль уже подбить. То есть композицию подбить под любой стиль. Немножко мы добавим вот еще сверху вот такие композиции, веточки, чтобы они объем вот тут. Так. Мгм. Как бы, красота. да, перед у нас, Мгм. мы его вот уже, ну, мы сейчас тут как бы пока так оставляем. Сейчас немножко задний фон проработаем и посмотрим, что нужно будет еще добавить. Мгм. Ну, это корректировки Мгм. называются. Какие-то детали, Да, да? детали, ага. Уже доработать. Главное не переборщить. Это, Мгм. кстати, первое правило, Мгм. потому что бывает, что добавляешь, и в итоге такой, хоп, что-то Мгм. не то уже, да? Хочу обратить Чувствовать. внимание вот на этот башмачок, про который башмачок. нам рассказала Женя. Оказывается, он сделан из-под Банки детского питания. Да. Обратите внимание. А, И делается очень просто, да? наверное, детское молоко, да, которое есть же, вот, сухое Ну, детское молоко, да. Железные баночки, да? Да, металлические. Ага, Можете, металлические. мамочки, не выкидывать их, а использовать для Мгм. таких композиций. Женя нам пообещала, Да-да-да. ловим ее на Да, слове, давай, что в следующий раз она покажет нам мастер-класс по изготовлению вот такого башмачка. Да. И сейчас эти башмачки, они намного круче Круче, выглядят, да, потому что это моя первая, одна из первых Сколько ей, работ. 3 года, Ей сказала? 3, да, года уже. Там, кстати, я когда-то еще видео снимала, тоже мастер-класса. Ну, мы можем сделать как тоже под цвет дракона, да, сейчас какие цветовые. Мгм. Кстати, раньше же было вот интересно, каждый год он какой-то цвет символизировал, да, типа вот, допустим, год кролика, типа именно белый, там А черный. сейчас ведь тоже золотого дракона Ну, нет? сейчас Или как-то чёрного? вот календари вот эти китайские, да, какие-то эти восточные, у них, у каждого свой цвет. Свой цвет. Да, а вообще потом из мифологии там вообще типа чисто зеленый. Мгм. И кто-то говорит, что розовый даже есть. Ну, и оттенки вот эти разные. Так что на самом деле нету такого определенного цвета. Мгм. Мне Поэтому кажется, можно выбрать свой. да, можно свой цвет вообще выбрать и в каком вы цвете себя комфортно чувствуете, допустим, в этом году, Мгм. можете с таким цветом поработать. Также и у декораторов тоже. Ну, Кстати, допустим, мой год наступает. твой год дракона, да? Здорово. Будет у тебя самый лучший.
Надеюсь. Ага. Нашу композицию мы сейчас посмотрим, как будет смотреться издалека, да? Да, и как раз можно увидеть, да, все Что можно будет недочеты дополнить. какие-то, да, что-то еще. Ага. Как красиво. Да, мы можем Смотрите. немножко отойти и посмотреть, что в принципе бусинки мы еще добавим. Ага. И, кстати, посмотрите, как идеально вписалась наша веточка из хрусталя и жемчуга. Она тоже дает нежность и дополняет, ну и плюс объем. Шикарно. Шикарно же, да? Мгм. Вообще. Очень. Я думаю, что люди, которые не знают, если придут, ну хотя все, наверное, знают, что Женя у нас сама все делает своими руками, да. Но вдруг, если кто-то не знает, придет, скажет, это готовая композиция, это точно, она выглядит как готовая. Как Она будто уже, вот, да. как будто вот куплена Типа её за собрали. бешеные деньги где-то там, да. На самом деле это все делается своими руками, и достаточно только желания, Желание, ага, время. материал, да, материал, время, его нужно И- немного, и фантазия, творчество. Да, главное с хорошим настроением. Мгм. Все, Как мы сегодня. да, мы всегда заряжаемся энергией, Мгм. да. Ну, как сказать, мы сейчас нашу композицию Мгм. немножко подкорректируем, Мгм. и, в принципе, она у нас уже готова, да. Ну, я думаю, наши зрители тоже увидели, что это очень делается быстро, Мгм. недолго, да. Ага. И Доклеим так, бусинки. да, мы вот, кстати, вот такие вот бусинки можете тоже купить в любом магазине. Ну, наверное, не в любом, в специализированных, да, Мгм. магазинах. Ну и, как всегда, хочу напомнить, что Женя у нас работает в мастерской лавки да, у нас мастеров. есть лавка Ева, мы Мгм. уже И все, что хотите для подобного декора, я думаю, можете, можно да, найти. приобрести. И не только. И не только, да. Так, сейчас еще вот это добавим. Кстати, заметьте, симметрия у нас вообще состоит из разных деталей. Мгм. Мгм. И это даже не видно, потому что когда общая картина законченная, она уже получается, как будто кажется, что тут использованы одинаковые. На самом Мгм. деле все разные материалы. Мгм. И как живопись. Ага. И получается Да-да-да-да-да-да. картина вообще. Вот что совсем значит дополнение, дополнение, да. Так, ну что, наша шикарная новогодняя Композиция. композиция готова. Точно, да, готова? Все уже у нас точно Мгм. готово. Ну, я думаю, что нужно в композициях уметь остановиться тоже, чтобы Мгм. не было как сказать, Перебора, перебора, да. какого-то. У меня, кстати, часто такое бывает, когда я делаю, в итоге Мгм. из красоты Мгм. получается слишком что-то такое, что Мгм. приходится потом заново переделывать. Мгм. Ну, первое правило — уметь остановиться. Увидели, что все хорошо, все, убираем свои ручонки и Мгм. ставим ее Мгм. на место, да, Мгм. где она должна Да, стоять. где должна стоять. Ага. Там, где ждет ее уголок, тот Уголок самый заветный, да? Заветный Мгм. домик. А куда поставишь? Я ее поставлю сюда в угол. Вот сюда, как Мы раз можем таки, ее уже где мы примерно, да. Ага, Да. мы ее давайте уже установим и уже будем наслаждаться. Я могу еще немножко рассказать, почему мы выбрали такие оттенки, так как я очень люблю все по стилям делать. И как заметили, у меня кухня присутствует как Да, теплые, так и холодные да, да, да. оттенки. Мгм. Но это вот тоже сочетание цветов теплого и холодного. Допустим, у меня штукатурка более такая теплая, пастельная. Мгм. И остальная, допустим, мебель у нас идет холодного оттенка, бирюзового. И картины. Картины у меня с элементами золота. Я их тоже сделала сама. Картины тоже сделала Женя Да, сама. из гипса, Мгм. объемные, текстурные. И получается, я их частенько перекрашиваю, потому что я, когда Мгм. меняю, я либо картины меняю, либо я их перекрашиваю. Это с поталью они сделаны. Кстати, тоже своя символика у них есть. Мгм. Ну и вот в целом получается композиция наверху у нас идет как бы с холодным оттенком, вот с глиттерные листья, Мгм. игрушки, вот допустим у нас белые присутствуют, и цветы я добавила бронза, такая бронза-золото, чтобы мы подчеркнули элементы с картинами, Да, да, сочеталось, не просто чтобы холодное да. было, Мгм. а немножко теплоты даем Мгм. льду, да, вот огонечка Да. такого. И здесь мы тоже в нашей композиции используем такие золотистые цветы, чтобы немножко смягчить нашу Мгм. композицию. Если бы
Ну, в принципе, холодные тоже будут оттенки хорошо смотреться, но мы в данный момент сочетаем с нашим интерьером, чтобы наше полностью оформление смотрелось как готовая картина. Ну, я думаю, уже это заметно, да, так? Да, и ты вот так очень хорошо рассказала, да, и сразу стало все на свои Уже, места. да. И стена тоже оказывается. Да, это Да, вот ага. все. Ну вот, не всем дано, опять-таки, чувство стиля вот этого, да, наверное, это я за себя говорю. Опять же, той цветовой, распределять цвета, да, вот как, о чем мы постоянно Цветами, говорим, да, уметь работать с цветами. Ага. И это здорово, что есть такие творческие люди, которые умеют это делать, которые творят своими руками, которые помогают, направляют других. Да, спасибо тебе, Женя, огромное еще раз. Ждем следующей встречи с тобой. Да, мы будем еще делать новогодние детали. Максимально мы постараемся показать, сколько можно сделать различных элементов, чтобы вы Новый год встретили в красоте. Это как бы вроде небольшая деталь, да, но она столько несет тепла и уюта, да, вот праздничного волшебства. Да. Я всегда говорю, что Новый год — это какое-то волшебство. Кстати, мы еще ее можно использовать как конфетницу и также как баночку для букетов. Мы, наверное, это тоже отобразим, да? В следующей встрече, да, мы можем показать, насколько эта баночка многофункциональна. Ну, и так. Всем спасибо. Очень спасибо приятно. тебе, Женя. Да. До встречи. Ждем с нетерпением следующей нашей встречи с тобой. Обязательно выделим тебе больше времени, Женя. Тебе огромное спасибо. А всех телезрителей с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом.